Исчезнувшие так неожиданно и так необъяснимо, они не только задали сложнейшую задачку ученым, но и создали вокруг себя некий, если хотите, культ. Хотя скорее это даже не их заслуга, а нашей человеческой фантазии. Легендарный парк юрского периода, целые коллекции игрушек, в которые играют даже взрослые, ну и, конечно же, интернетовский T-Rex. Итак, сегодня, как вы уже, наверное, догадались, в Наукомании будем разговаривать о динозаврах. Ну и, конечно, не только о них. Речь будет идти о палеонтологии. Узнаем, что уже нашли ученые под белорусской землей. Уверена, вы будете удивлены. Меня зовут Валерия Васильева, и в ближайшие полчаса смотрите. Какие древние существа жили на территории Беларуси, пережившие динозавров? Какие растения существуют уже не 100 лет? И как древние останки помогают геологам? Палеонтология – это наука о существовавших ранее организмах, останки которых сохранились до наших дней. В XVI веке натурфилософы начали собирать коллекцию ископаемых. В 1565 году швейцарский ученый Конрад Геснер впервые описал такую коллекцию. Немногие считали остатки достойными внимания. Их история интересовала исследователей куда меньше свойств. Считалось, что подобные находки выросли каменными прямо в земле, а вот английский естествоиспытатель Роберт Гук предположил, что ископаемые – это исчезнувшие виды. Спустя некоторое время, уже в 1818 году, французом Жоржем Кювье совместно с британским палеонтологом Уильямом Бэкландом был сделан вывод, что хозяином недавно найденных вблизи Оксфорда костей было огромное ящероподобное животное. В 1827 году ему дали имя мегалозавр. Так в палеонтологии началась эпоха ящеров. Немного раньше, в 1824 году, еще один ученый, Гидеон Мантел, понял, что огромные зубы, найденные им в округе Тилгейта, принадлежат гигантской сухопутной травоядной рептилии. Существо назвали игуанодоном, потому что его зубы напоминали формой зубы игуан. Этот же исследователь собрал скелет и нового животного, которое нашли на каменоломне в Англии – гелиозавра. Эти трое пресмыкающихся и стали теми, кого впервые назвали динозаврами. Разговор о том, кто же жил на территории нашей страны сотни и тысячи лет тому назад, начнем в стенах уникального зоологического музея Белгосуниверситета с кандидатом биологических наук. Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Иванович Хвир, доцент кафедры зоологии биологического факультета Белорусского государственного университета, кандидат биологических наук. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сообщество онтофильных насекомых и их взаимоотношения с сорно-рудеральными растениями». Область научных интересов – поведение и экология опылителей растений, поведение и систематика осообразных. Автор более 20 научных публикаций. Расскажите нам, кто из коллекции музея самый старший из животных? Наиболее древние животные, которые представлены в экспозиции, это некоторые виды трилобитов, возраст которых насчитывает порядка около 300-400 миллионов лет. Размеры у них были небольшие, от нескольких сантиметров до метра с небольшим, самые крупные формы. Однако большинство видов были размером всего лишь, допустим, с ладонь человека или немного меньше и напоминали, наверное, современных мокриц. Чьи останки чаще всего находились на территории Беларуси? Как правило, это останки животных, которые жили здесь последние сотни тысяч лет тому, до 1 миллиона. Это останки так называемой мамонтовой фауны. Они находятся относительно близко к поверхности Земли, и при каких-либо строительных работах они как раз и попадаются чаще всего. Крупные останки таких животных, как лесного слона, некоторых других животных, они были найдены при строительстве новых станций Минского метрополитена. Если люди, какая-то бригада находит что-то необычное и понимают, что, скорее всего, это останки какого-то древнего животного, что вот в этом случае делать? Обратиться, например, в геологический музей при географическом факультете Белгосуниверситета, в зоологический музей, в Национальный музей Республики Беларусь. Возможно, также обратиться в местный краеведческий музей, которые, если не смогут сами забрать эти останки, то, по крайней мере, свяжутся со специалистами. Но, по крайней мере, реально же не все достали из нашей земли. То есть человек может действительно что-то до сих пор найти. У нас в Земле, как и в любой другой точке планеты, они находятся, но найти их можно совершенно случайно, потому что с течением времени они либо разрушаются, либо из-за различных геологических, естественных процессов оказываются недоступны для человека. И каждая такая находка – это совершенно уникальное событие.
А как определяется возраст животного? Существует достаточно большое количество методов. Наиболее сложные из них и трудоемкие – это по содержанию в останках тех или иных изотопов веществ, либо фторовый метод, калиевый, аргоновый, широко известен радиоуглеродный. Одним из наиболее простых методов является метод либо стратиграфии по расположению этих останков в толщине земной поверхности, однако обязательно для этого метода будет то, что останки не извлечены из почвы, а находятся непосредственно там. И специалист, оценив расположение и характер осадочных пород, может хотя бы приблизительно сказать возраст самой находки. Существует также метод по так называемым руководящим ископаемым, возраст которых уже давно известен специалистам, и если рядом с ними находятся какие-либо другие останки, то, соответственно, им приписывается тот возраст тех животных или, допустим, растений, который хорошо известен. Вопрос, наверное, который мучает не только меня, но и наших телезрителей. Были ли у нас на территории страны динозавры? Если нет, то почему? И если да, найдены ли они? Безусловно, эти животные обитали по всей планете, в том числе и на территории нашей республики. Однако найти их практически невозможно, потому что они находятся весьма глубоко в слоях почвы. И для проведения соответствующих исследований требуется очень трудоемкая работа. То есть, грубо говоря, копая картошку, точно мы останков динозавров не найдем? Безусловно, нет. Давайте на несколько минут прервемся. Мои коллеги тоже хотят удивить зрителей. И прямо сейчас мы отправляемся в еще один уникальный музей. Геология – это образ жизни, так, по крайней мере, нередко шутя отвечают геологи, в то время как журналисты реально надеются услышать точную научную формулировку. Но кандидат географических наук Александр Матузко пошел еще дальше и в нескольких словах доступно и понятно объяснил нам, как одна наука может в буквальном смысле оживить другую. Палеонтология дает геологам и вообще геологическим объектам характеристику, временную характеристику. Сама по себе геология мертва без палеонтологии. Это глины, суглинки, камни. А с палеонтологией получается жизнь. Именно благодаря палеонтологии геологическое время было разбито на периоды и эры. Более того, даже названия этих временных отрезков палеонтологические. Археозойская эра – древнейшая жизнь, палеозой – древняя жизнь, а мы с вами живем в кайнозое – новой эре. И все 3 миллиарда лет геологической жизни в музее представлены. В экспозиции черепа овцебыков, которые жили более 20 тысяч лет назад, а также останки шерстистых носорогов. В коллекции также оказался и череп взрослого мамонта, и даже эмбрион мамонтенка. Однако не только геологи пользуются палеонтологическими находками. Нужны они и студентам, изучающим палеографию. Вот география, она очень сильно повлияла на древнюю жизнь. И вот размеры мамонтов, допустим, мамонты Сибири, они самые большие, мамонты Беларуси, они средних размеров, а вот мамонты Калифорнии, они совсем маленькие. Они не превышали больших размеров. Дело в том, что это был последний путь миграции. Мамонты стремились укрыться в какие-то места сохранения жизни. И вот они ушли далеко на север, там, где не было им конкурентов, то есть людей. Вот, ну и останки последних мамонтов вымерли все-таки последние в Калифорнии. Ну а наши мамонты, они более древние и, скажем так, показывают особенность нашей природы. Останки рассказывают не только об условиях при жизни, но и после смерти животного. По костям даже можно определить, чем же питался мамонт. Чем тяжелее берцовая кость, тем, оказывается, качественнее был рацион. Расскажите нам, пожалуйста, про млекопитающих. Это правда, что на территории нашей страны обитали носороги? На территории Беларуси обитал один из видов в недалекое историческое время, всего около 10-15 тысяч лет тому назад. Это был шерстистый носорог. Был немножко похож на мамонта. Так же, как и этот родственник слонов, он был покрыт шерстью, достаточно длинной и густой. Также могут находить остатки этой шерсти рядом с остатками шерстистого носорога. И он относительно хорошо изучен, так как остатки этого животного, равно как и остатки мамонта, находили в том числе и в оледенениях, и доступны для изучения даже туши этих животных. А могли ли древние люди встретить кого-нибудь из здесь представленных существ? По времени первых находок стоянок человека на территории нашей страны, это около 25 тысяч лет назад, и время вымирания мамонта
и шерстистого носорога, которая несколько позже оказалась, то вероятность встретить, конечно же, была. А какую находку можно назвать самой редкой и самой невероятной? Это находки стоянки древнего человека на территории нашей республики. Эти стоянки были найдены на территории Гомельской области. А давайте с вами еще поговорим о крайностях. Какие древние животные самые маленькие найдены и самые большие на территории нашей страны? Остатки мамонта можно считать это останками самого крупного животного из млекопитающих, которые обитали у нас в республике, так как это животное достигало 5,5 метров в высоту, ну а по массе оно могло сравниться с массой 2 африканских слонов. Ну а самое мелкое, уже не встречающееся у нас в фауне, животное – это мелкие виды леммингов, массой всего лишь около 30-40 грамм. Может быть, кто-то из древних животных дожил до нашего времени, или, может быть, даже если изменился, но хотя бы вот у него присутствует тот вид, который был когда-то? Это те виды, которые обитали рядом с древним человеком, с шерстистым носорогом, с тем же самым мамонтом, и нам они хорошо известны. Это обыкновенный европейский лось и серый волк. Эти животные выжили в наших условиях, потому как смогли адаптироваться к изменению климата, непосредственно к потеплению. А те виды, которые были свойственны больше условиям тундры, такие как мамонт, шерстистый носорог, некоторые другие, они попросту исчезли. Виктор Иванович, огромное спасибо за это увлекательное путешествие в прошлое, а мы продолжаем и наукомания, и время научного дайджеста. Основной причиной исчезновения динозавров принято считать цепь астероидов, в относительно короткий срок бомбардировавших Землю. Вследствие появились огромные 100-метровые волны, сносящие все с материков. Но самым страшным был выброс огромного количества сажи и угарного газа. Возможно, это и вызвало затяжное похолодание и затемнение. Растения стали меньше фотосинтезировать и вырабатывать кислород, многие погибли, в том числе и травоядные динозавры, а затем без пищи остались и хищники. По другой теории, динозавров могли победить млекопитающие. Да, тогда они были еще достаточно маленькими, но в отличие от ящеров были теплокровными, а значит могли выдерживать холодную погоду куда успешнее. Кроме того, стояла проблема пропитания. Маленькому существу прокормиться проще, чем гиганту. Кто-то считает, что динозавров могли погубить растения. По данным ученых, покрытосеменные растения вырабатывали алкалоиды, которые и отравляли могучих ящеров. Наравне с этой версией не очень убедительной звучит и версия о понижении уровня мирового океана или постепенная смена климата. Но вкупе они выстраиваются в более четкую комбинированную теорию, которой, однако, также нет однозначного подтверждения. Смотрите далее. Удивительная находка ученых в Немане. Гигантские папоротники или шайники, те же, что были много лет назад или нет? О чем могут рассказать застывшие в веках растения? Несмотря на то, что про них не снимали голливудских блокбастеров, без них древняя экосистема просто бы не существовала. О растениях будем разговаривать сегодня с кандидатом географических наук Валентиной Петровной. Здравствуйте. День добрый. Валентина Петровна Зерницкая, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Государственного научного учреждения Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси. Область научных интересов – полиностратиграфия и палеогеография в позднеледниковье и голоцене на территории Беларуси. Исследование воздействия климата и человека на изменение ландшафтов. Валентина Петровна, вот как определить, какие растения росли в древности на территории Беларуси? Для восстановления растительности прошлого используют различные палеоботанические методы. Непосредственно ботанический метод изучает остатки листвы, стеблей, древесины. Кроме этого, есть такой метод карпологический, который изучает семенную флору. И вот здесь, например, в коробочках мы можем с вами увидеть остатки шишек, сосны сибирской, которая сейчас у нас не произрастает, и шишки ели. Помимо карпологических исследований, проводят исследования в осадках пыльцы и спор растений. Все эти методы используют для восстановления, например, климатических изменений, природно-экологической обстановки. А вот что должно произойти, чтобы пыльца и семена растений дожили до того момента, вот, чтобы их обнаружили современные ученые? Рецентные спектры или спектры, образованные непосредственно сейчас, отражают современную растительность.
и лежат практически на поверхности. А более древние спектры, содержащие тоже пыльцевой и споровый материал, они лежат на значительной глубине. И для того, чтобы их, как говорится, извлечь, необходимо проводить буровые работы, химическую обработку отложений для извлечения пыльцы. Получаем пыльцу и споры, которые мы помещаем вот в такие пробирочки. Они заливаются глицерином, и в дальнейшем на предметных стеклах мы смотрим это в микроскопе. Это пыльца ели обыкновенная, это пыльца ели сибирская, которая сейчас у нас не произрастает. Она росла у нас сразу после оледенения и отступания ледникового покрова. Это было 20 тысяч лет тому назад. На этом слайде вы можете видеть пыльцу уже лиственных растений. Это граб, липа, различные виды дуба, бук, вяз и ясень. Вот таким образом специалисты-полинологи изучают остатки споровых и цветковых растений, что помогает нам определять возраст их. А у меня вот такой вопрос. А не могут ли остатки этих растений содержать в себе какие-то яды? Конечно, семенная флора некоторых растений является ядовитой. Так, например, тис ягодный, который у нас произрастал в геологическом понятии не так давно, 150 тысяч лет назад. Само дерево, древесина и хвоя этого дерева, она очень ядовита. Вот хвоя и семена. Только вот эта красная кровелька, которая находится вокруг семян, она не ядовита. Скажите, а можно ли проследить эволюцию растений от одного периода к другому? Да, конечно. Использование различных палеонтологических методов, это изучение флоры и фауны, а также геологических методов, является основой для стратиграфической схемы. Сейчас я вам продемонстрирую. Ну вот это, как говорится, летопись нашей Земли, стратиграфическая схема, основанная на использовании всех перечисленных мной методов и многих других. Непосредственно пыльца и споры у нас эти растения, по которым мы фиксируем возраст, достоверно могут быть с девонского времени. Это около 400 миллионов лет назад. Осадки более древние, в основном возраст их определялся по фауне фераминифера, острокот и беспозвоночных морских животных брахиопод. А в Девоне появляется уже голосеменная растительность, в том числе древовидные формы папоротников и, как говорится, прародители наших хвойных. В мезозойскую эру широкое распространение получили хвойные растения. Это подокарповые, таксодиевые, которые были гигантских размеров. Высота их достигала 40 и 60 метров. И самые древние из этих растений являются сосновые, которые у нас и отдельные виды, самые простые, произрастают сейчас на территории Беларуси. А сейчас мы совершим головокружительное путешествие на несколько веков назад, чтобы собственными глазами увидеть подлинный музейный экспонат. И пусть он намного младше палеонтологических находок, но для ученых представляет не меньшую ценность. Что-то очень похожее на большой дуб жители деревни Николаева Ивьевского района увидели на дне Немана в октябре 2018-го. И лишь присмотревшись, поняли, что это отнюдь не дерево, а деревянная лодка. И лишь когда ее подняли со дна, дайверы вместе с учеными Института истории Академии наук страны местные осознали, они стали невольными свидетелями поистине исторического события. Только по самым скромным подсчетам 8-метровой лодки-долбленки не 100 лет. Бассейн засыпан опилками, которые помогают поддерживать на лодке плюсовую температуру. Чтобы лодка не цвела, не покрывалась плесенью, не гнила, она была обработана антисептиком. И на сегодняшний день она хранится в ангаре, ждет весны и периода, когда ее сможем уже консервировать в дальнейшем по-нормальному. Все это для того, чтобы ценный экспонат благополучно пережил зимние холода, ведь главная задача ученых сегодня – сохранить уникальную лодку. Не характерно великий для этого типу човнов долбенок, звичайно, незначно менше на 1-2 чоловік і довжиною до 6 метрів. А тут ми маємо захованные 8 метров 40 сантиметров. Фактично можем лечить, что довжиня початковая была каля 9 метров.
Ён досыць вялікага аб'ёму, і калі перапраўляць людзей, то 8-9 человек вольно им разместятся. Дубу, из которого сделана деревянная лодка, по словам ученых, около 300 лет. Есть предположение, что на долбленке в свое время совершались регулярные рейсы по реке. На другой вариант использования намекают 3 несимметричных квадратных отверстия в одном из боков лодки. Возможно, данный челн скреплялся деревянными брусьями с другим, и такая конструкция служила паромом для людей, вазов и даже для пушек во время военных действий. Мы продолжаем нашу беседу. Сколько хотя бы приблизительно должно пройти времени, чтобы остатки растений превратились в окаменелость и стали настоящим экспонатом? Такого определенного возраста это трудно сказать, потому что растение должно попасть в благоприятную среду для фосилизации. Что это такое? Это когда погибшее растение не находится долго на земной поверхности, а перекрывается сразу отложения, там глинистыми, песчаными, вулканическим пеплом. И происходит изоляция от внешнего вида и от кислорода. В процессе фосилизации происходит уничтожение органического вещества и замена минералами, например, кальцитом, перитом. В итоге у нас в горных породах образуются вот такие, как вы можете видеть на экране, отпечатки. Это отпечаток пальмовых растений юрского периода. Это может пройти несколько сотен тысяч лет, и может пройти и 350, как в данном случае, миллионов лет, чтобы эти отпечатки образовались, сохранились. А вот папоротники, которые есть у нас, это правда, что они росли очень давно на нашей территории и были гораздо больше? Прародителями наших современных папоротников, которые вы можете видеть в лесах, это папоротники эпохи мезозойской эры. Вот из этих древних папоротников у нас является обыкновенное семейство полиподиаций, это многоножковые. Но у нас на территории Беларуси есть очень древний папоротник, он занесен в Красную книгу. Этому папоротнику 160 миллионов лет. Вот как он выглядит. Асмунда регалис, или королевский папоротник. У нас он произрастает в крайне юго-западном регионе у озера Селяхи. И при изучении отложений этого озера были обнаружены его споры, возраст которых от 6 до 5 тысяч лет назад. Это не так давно, это вот наше время, в которое мы с вами живем, Голоцен. А было ли массовое вымирание растений, ну вот, например, как у тех же динозавров? Вероятнее всего не было. Это называется, как говорится, эволюционный процесс. На рубеже мезозойской и казнозойской эры, когда считается вымерли динозавры, на нашей планете происходили большие изменения. В казнозойскую эру началось формирование именно современного облика. Происходили горообразовательные процессы, вулканические процессы и изменение климата, которое повлияло на дальнейшую эволюцию растений. Очень большое развитие получили покрытосеменные, то есть цветковые растения. Происходит на нашей территории вымирание многих растений, исчезновение. Это в основном тропические и субтропические древесные породы. Если у нас в начале кайнозоя росла гинго билоба, то сейчас в естественных условиях она растет в Китае. Вот такие виды растений тоже произрастали еще в начале кайнозоя. Это кария из семейства ореховых. Существовали еще вот такие экзотические леса с нисой. А какие древние растения в своих целях использовали древние люди? В позднем палеолите растительность была скудной. Существовали такие тундры и лесотундровые ландшафты, поэтому в те времена они могли использовать только, как вы понимаете, ягоды на болотах, там клюква, черника. С появлением земледелия, это где-то 5-6 тысяч лет назад, они начали выращивать всякие культурные растения. Но при этом очень широко использовали и дары природы. Произрастали орехи на нашей территории, это лещина, желуди, использовали корни камыша
и водяной орех. Ну, в общем, все то, что еще у нас произрастает на территории Беларуси. Правда, водяной орех – это тоже уже охраняемое растение, занесено в Красную книгу. Валентина Петровна, спасибо огромное за ответы. А мы продолжаем раскрывать тайны прошлого, естественно, с помощью науки. Палеонтологические исследования проводятся разными учеными, но с единой целью – с помощью научных знаний приоткрыть тайны прошлого настолько, насколько это позволяют сделать современные методики и технологии. В случае с Иваном Ермольчиком же это еще и путь к очередной научной ступеньке в биографии. Молодой ученый работает над магистерской диссертацией. Мы проводим измерения костей, мы собираем пробы на анализы костей, углеродный анализ и так далее. Ну и мы консервируем кости для того, чтобы они могли сохраниться еще очень-очень долго. Результаты измерений помогают ученым в определении морфологии, то есть строения животного. Другими словами, по вот таким вот костям можно представить, как животное выглядело сотни и тысячи лет назад, чем питалось и какую роль играло в экологической цепи тех времен. Каждая отдельная кость, она сама по себе уникальна, так как эти находки, они далеко не каждодневные, то есть не каждое само по себе существо даже может получить возможность захорониться и дойти до наших дней хотя бы в состоянии костей. Потому что около 97-98% тех животных, которые существуют в любой промежуток геологического времени нашей Земли, они так или иначе разрушаются еще до того, как они захороняются в пласты земли и до того, как мы их можем выкопать. Исследования останков, которые сейчас хранятся в географическом факультете БГУ, например, позволят в перспективе больше узнать о тех, кто обитал на территории современной Беларуси еще в ледниковый период. Это была «Наукомания» и я, Валерия Васильева. Сегодня вместе с учеными мы пропутешествовали в далекое прошлое, и мы надеемся, что вам с нами было интересно. До встречи на телеканалах «Беларусь-3» и спутниковом «Беларусь-24».